В эфире телеканала РБК разговор очень сложный, разговор о территориальном споре Чечни и Ингушетии, двух субъектов федерации. Спор об административной границе. Мы, в общем, на жарком очень споре прервались на новости. Ну, спора, опять скажу, нету никакого. Если возник вопрос, здесь центр федеральный не должен молчать. А вот скажите мне, сегодня пожалуйста, молчат, как будто ничего не я просто произошло. хочу понять. Вот, Да. вы давно были в Чечне? Нет, недавно была. Да. Мне просто что интересно? Мне интересно, как настроены люди. Знаете, и раз произносит глава республики некоторые вещи, да, говорит о том, что надо изменить административную границу, установить ее, наконец, раз и навсегда, и изменить ее, то все-таки видим, да, если звезды зажигаются, кому-то это нужно. Я об этом сказала в самом начале. Дело в том, что народу это не нужно. Народ настолько устал от всего, что произошло за все эти 25 лет с приходом Горбачева, и вот по сей день, что ему уже, он хочет покоя, мира и дружбы. Между народами нет никаких конфликтов. Сейчас в Чечне покой? Да. Везде покой сегодня. Ну, кому-то нужно это все разжечь. Значит, мы, наверное, года 2-3 спокойно пожили. И то, что сегодня вообще в России происходит, конечно, никто не вникает в законодательство, потому что это вникает тот, кто сталкивается с ним, да, вот. Партии, да, вот, элементарно, да, вот, российские политические партии мира единства, да. То есть партии любые, их надо регистрировать в субъектах Российской Федерации. Зачем? Это мы таким образом... Уже в другой закон уходим, но это важно. Я бы хотел ответить на ваш вопрос. Просто пример. Если федеральным центром, федеральная партия надо регистрировать во всех субъектах Российской Федерации, естественно, любой руководитель на своем уровне думает, значит, я отдельную государство. Конечно. Потому что эта партия федеральная не может существовать без регистрации на местах. И поэтому здесь законодательная власть, она вообще сегодня никуда не... Я бы хотел ответить на ваш вопрос, как сегодня настроены люди в том или ином субъекте, который в состоянии конфликта находится. Люди настроены так, я это еще раз хотел бы повторить и подчеркнуть, как их настраивает соответствующее руководство. Руководство Чеченской Республики очень грамотно действует в информационно-пропагандистской плоскости. Намного грамотнее во многих вопросах, чем даже федеральный центр. Я не говорю уже о более низких уровнях. И также я бы хотел подчеркнуть вашу цитату о том, что факт остается фактом. Если мы будем углубляться в ретроспекцию историческую, даже в новейшую историю погружаться, мы сами спровоцируем этот конфликт. Факт остается фактом. Вот сегодняшняя текущая ситуация. И давайте ее решать. Чтобы закрыть термин «кровь» уже окончательно, я бы хотел напомнить, что вот на этом неопределенном, размытом шве, пока еще, как они считают, между этими двумя республиками, уже гибнут люди. Гибнут люди целыми группами. Нам говорят о том, что это боевики. Мы там не были, не знаем, в ликвидации не участвовали. Но люди уже гибнут. И чем дальше, тем больше. Ну, собственно, большая часть этой территории, Сунжинский район, его южная часть, это горно-лесистая местность, где что-то демаркировать тяжело. Там оперируют боевики. Именно там где-то оперируют боевики Дока Умарова. И там действуют и внутренние войска, и погранвойска ФСБ, и силы Рамзана Кадырова. И в горно-лесистой местности они все действуют, несмотря на границы. И было бы странно, если бы они останавливались перед какой-то условной границей. Так что для, собственно, так называемой контртеррористической операции отсутствие административной границы в горной части, оно не представляет проблемы. В 2009 году, например, в Сунжинском районе спокойно действовали чеченские силовики под руководством Адама Далимханова. Им ничего не мешало. Так что давайте снимем вот эту часть. Здесь же речь идет отнюдь не о вооруженном подполье, которое, разумеется, использует любое нестроение, любой конфликт этнический. А речь идет о том, что ситуация переводится из разговора о том, кому принадлежат 150 тысяч... 15 тысяч, извините, гектар пахотных земель в возможный конфликт народов. Потому что не надо говорить о народах так хорошо. В народах есть люди, которые готовы к конфликту. И каждому руководителю потянутся доброхоты со своими воспоминаниями и претензиями, а вот чего бы нам еще надо. Так что начинать разговоры в терминах вообще восстановления
исторической справедливости, это очень опасно. Тем более на таком Если восстанавливать справедливость в ситуации того же пригородного района, где действительно справедливость была нарушена, там можно было до конца октября 92-го года, вот в этом году нет. Знаете, в этом году мы отмечаем 20 лет начала осетино-ингушского конфликта. До конца октября 1992 года, если бы все споры решались в терминах восстановления имущественных прав отдельных людей, отдельных семей, это можно было бы решить. Несколько сот домовладений. Но когда вопрос был поставлен в терминах права народов, вот тут все амба. Так что давайте говорить о том, что вне зависимости от территориальной принадлежности того или иного участка земли, там должны быть соблюдены права человека любой этнической принадлежности. Согласитесь, пожалуйста, Александр, что вот здесь вот даже не любой, а права гражданина Российской Федерации. Любого гражданина Российской Федерации. В этих спорах я не услышала вот это. Я с вами соглашусь в том, что действительно надо было решать вопрос о восстановлении справедливости в отношении вот этого и вот этого скажите, гражданина Российской Федерации. Где те граждане Российской Федерации, о нарушенных правах которых идет речь? Совершенно верно. Я их не вижу. Верно. Есть люди, которые вели там хозяйственную деятельность, есть субъекты, которые вели там хозяйственную деятельность все эти 20 лет. Слава богу, поля вспахивали, когда они не были минированы. И никто не говорил о том, что чья-то собственность кем-то незаконно взята. Ради бога, извините, у меня просто тогда вопрос. Вот знаете, я когда все это слушаю, уже так совсем отстраняюсь от очень больной, да, в общем, нашей такой проблемы вечной неурегулированности наших межнациональных отношений, вечной вот этой вот российской беды, я просто начинаю думать, значит так, федерации у нас есть? Нет. Федерации. Мы не умеем и не привыкли жить в понятии федерация, федеративная республика, да? Нет. А единого, так сказать, гражданского поля, получается, тоже нет, потому что вот идет спор, вот чечены, вот ингуши, вот народ Северной Осетии, вот Дагестан. Сейчас, то есть, как будто о 4 отдельных странах. Дальний Восток. Дальний Восток, совершенно верно. Да. Сибирь мы южная, и Запад тоже. Заметим, здесь мы пока не говорим о споре народов. Здесь говорят чиновники. Да, совершенно верно, конечно. Совершенно верно. И больше того скажу вам, что сегодня, даже если попытаться изменить, даже на метр передвинуть границу, возникнут вопросы у кабардинцев с балкарцами, карачаев с черкесцами, дагестанцев, Ставрополь, осетины, ингуши. Там на одном клочке сколько национальностей живет, это невозможно. Тем более, считать нельзя. В Ингушетии это особо опасно, потому что Ингушетия ровно 42 километра шириной. Да. То есть, если взять сегодняшние границы, без учета пригородного района, ровно 42 километра шириной. Федеральная трасса проходит. То есть получается, что если и с этой стороны еще отжать, то это мало того, что это социальная напряженность, это еще хорошая почва для тех, кто уходит в лес. Конечно. Это реально несправедливость. Они используют любой конфликт, социальный, экономический, какой угодно. Любой пропагандисты салафитские используют для того, чтобы заманивать людей в вооруженное подполье, любое нестроение в нашем светском государстве. Есть другой вопрос. Другой вопрос проживания тех или иных граждан, чеченской, ингушской национальности, осетинской, неважно, на той или иной территории. Это вопрос, который обязано обеспечивать государство. Сегодня, слава богу, и чеченцы живут в Ингушетии, и ингуши живут в Чечне. Но, если взять ту же западную границу Ингушетии, большая проблема с возвращением беженцев. Мы уже не говорим о территориальном споре. Мы говорим о праве людей жить на той земле, где они жили. Мы уже не говорим о юрисдикции, это Ингушетии, Осетии и так далее. Но сегодня даже уже 20 лет, как сказал Саша, люди живут там, жарятся летом в вагончиках, зимой в них мерзнут. То есть получается, что с одной стороны мы ставим вопрос о границах, с другой стороны мы не можем обеспечить безопасность или право на жизнь других людей. Вот тогда возникает следующий вопрос. Значит, поскольку действительно не бывает ничего просто так, и не бывает абсолютно, и не может быть так, чтобы главы двух субъектов Федерации Российских вдруг самочинно начали, значит, очень опасный разговор. Мы тут все, по-моему, с этим согласны. Да. Тогда у меня следующий вопрос. А что, федеральная власть действительно не понимает, что происходит, что это
в принципе, Северный Кавказ мин замедленного действия, а тут так прямо они рядом с фитилем курят стоят. И это, во-первых. А во-вторых, если понимают, что сделать ничего не могут, что слаба центральная власть, Марина, в чем дело? Дело в том, что меня этот вопрос очень волнует, и я все время об этом думаю, я пишу об этом в своих блогах каждый раз. Это тоже меня очень удивляет. Вот если вот такое вот будет дальнейшая такая политика, опасность очень большая. Конечно. Как только сегодня станет вопрос, он еще так остро не встал. Хлопонин еще пытается что-то сделать со своей стороны. Хлопонин, что это значит Хлопонин старается? Ничего Хлопонин не сделает и никогда не сделает. Это даже смешно говорить, что Хлопонин что-то сделает. Да. Дело в том, что сегодня, конечно, мы и власть любит обвинять средства массовой информации, и политики любят, но мы знаем о том, что средства массовой информации ни один вопрос никогда не поднимает, если на то нет санкций. Это во-первых. Во-вторых, ну или как минимум не мешают. Да. Во-вторых, меня очень всегда удивляет позиция так называемых правозащитников. Они всегда любят. Вы только что произнесли о том, что хороших народов нет. Есть. Не так сказал Александр, никогда не идеализировать. Или, он сказал, не надо идеализировать, это другая. Идеализировать надо народ. Народу конфликты не нужны, и мы об этом знаем. И опять тут же вы говорите о том, что была нарушена справедливость. Вы не должны об этом говорить. Какая несправедливость у нас на каждом шагу нарушена. Мы сегодня должны, если тем более вы являетесь правозащитником, говорить о единстве великой державы российской. Потому что если не будет единства в стране, мира не будет, ни один народ и ни одна республика не выживет. Надо сегодня об этом говорить, о ненарушенных каких-то 100 метрах границах. Границы у нас одни, 2 метра. Извините, я не говорил о том, что нарушены чьи-то права этой границы. Я сказал о другом. О том, что в любом народе есть люди, которые готовы использовать, к сожалению, ситуацию конфликта. Не надо дать воспользоваться этим людям. Раз. Во-вторых, вот по поводу народов в этой ситуации я-то относительно спокоен. Народы Чечни и Ингушетии в ходе 2 кровопролитных войн связаны тем, что ингушский народ спас тысячи и тысячи жизней жителей Чечни. И в первую, и во вторую войны вынужденные переселенцы, беженцы, люди, которые бежали от войны, от бомбежек. Во вторую войну, вот 13 лет назад, когда приказом генерала Шаманова были перекрыты все границы Чечни, было запрещено выпускать из Чечни беженцев из-под бомбежек. Руслан Аушев нарушил этот приказ и пустил чеченских беженцев в Ингушетию. До 300 тысяч человек, чуть ли не удвоилось население Ингушетии. И благодарность народа, она велика, и я надеюсь, что про это будут помнить. Слово «граница», оно со словом «война» ментально очень связано. Вот в этом ужас на самом деле. Я согласна с вами, но мы говорим о границе. Я Александра знаю давным-давно и знаю, сколько он работал и в Чечне, и в Ингушетии. Я больше чем уверен, что Александр никогда в жизни не позволит себе сказать в отношении целого народа. Кстати, не сказал. Нет, я не об этом говорю. Он сказал, идеализировать народ не надо. Народу война не нужна. Я просто хотел поговорить, мы затронули реакцию федерального центра. Реакция власти, очень важный вопрос. Я хотел бы сейчас как раз сказать, какова была реакция вот в данном конфликте, вот последние 2 месяца, да? Через месяц после того, как уже прошла перебранка в СМИ, полпред президента говорит брейк. Ну что это такое? А это не полпрезидента. В эфире телеканала РБК разговор очень сложный, разговор о территориальном споре Чечни и Ингушетии, 2 субъектов федерации. Спор об административной границе. Мы, в общем, на жарком очень споре прервались на новости. Ну, спора, опять скажу, нету никакого. Если возник вопрос, здесь центр федеральный не должен молчать. А вот скажите мне, пожалуйста, молчат, как будто ничего не я просто хочу понять. Вот, вы давно были в Чечне? Нет, недавно была. Мне просто что интересно? Мне интересно, как
настроены люди. знаете, И раз произносит глава республики некоторые вещи, да, говорит о том, что надо изменить административную границу, установить ее, наконец, раз и навсегда, и изменить ее, то все-таки видим, да, если звезды зажигаются, кому-то это нужно. Я об этом сказала в самом начале. Дело в том, что народу это не нужно. Народ настолько устал от всего, что произошло за все эти 25 лет с приходом Горбачева, и вот по сей день, что ему уже, он хочет покоя, мира и дружбы. Между народами нет никаких конфликтов. Сейчас в Чечне покой? Да. Везде покой сегодня. Ну, кому-то нужно это все разжечь. Значит, мы, наверное, года 2-3 спокойно пожили. И то, что сегодня вообще в России происходит, конечно, никто не вникает в законодательство, потому что это вникает тот, кто сталкивается с ним, да, вот. Партии, да, вот, элементарно, да, вот, российские политические партии мира единства, да. То есть партии любые. Их надо регистрировать в субъектах Российской Федерации. Зачем? Это мы таким образом... Уже в другой закон уходим, но это важно. Я бы хотел ответить на ваш вопрос. Просто пример. Если федеральным центром, федеральная партия надо регистрировать во всех субъектах Российской Федерации, естественно, любой руководитель на своем уровне думает, значит, я отдельную государство. Конечно. Потому что эта партия федеральная не может существовать без регистрации на местах. И поэтому здесь законодательная власть, она вообще сегодня никуда не... Я бы хотел ответить на ваш вопрос, как сегодня настроены люди в том или ином субъекте, который в состоянии конфликта находится. Люди настроены так, я это еще раз хотел бы повторить и подчеркнуть, как их настраивает соответствующее руководство. Руководство Чеченской Республики очень грамотно действует в информационно-пропагандистской плоскости. Намного грамотнее во многих вопросах, чем даже федеральный центр. Я не говорю уже о более низких уровнях. И также я бы хотел подчеркнуть вашу цитату о том, что факт остается фактом. Если мы будем углубляться в ретроспекцию историческую, даже в новейшую историю погружаться, мы сами спровоцируем этот конфликт. Конечно. Факт остается фактом. Вот сегодняшняя текущая ситуация. И давайте ее решать. Чтобы закрыть термин «кровь» уже окончательно, я бы хотел напомнить, что вот на этом неопределенном, размытом шве, пока еще, как они считают, между этими двумя республиками, уже гибнут люди. Гибнут люди целыми группами. Нам говорят о том, что это боевики. Мы там не были, не знаем, в ликвидации не участвовали. Но люди уже гибнут. И чем дальше, тем больше. Ну, собственно, большая часть этой территории, Сунжинский район, его южная часть, это горно-лесистая местность, где что-то демаркировать тяжело. Там оперируют боевики. Именно там где-то оперируют боевики Дока Умарова. И там действуют и внутренние войска, и погранвойска ФСБ, и силы Рамзана Кадырова. И в горно-лесистой местности они все действуют, несмотря на границы. И было бы странно, если бы они останавливались перед какой-то условной границей. Так что для, собственно, так называемой контртеррористической операции отсутствие административной границы в горной части, оно не представляет проблемы. В 2009 году, например, в Сунжинском районе спокойно действовали чеченские силовики под руководством Адама Далимханова. Им ничего не мешало. Так что давайте снимем вот эту часть. Здесь же речь идет отнюдь не о вооруженном подполье, которое, разумеется, использует любое нестроение, любой конфликт этнический. А речь идет о том, что ситуация переводится из разговора о том, кому принадлежат 150 тысяч 15 тысяч, извините, гектар пахотных земель в возможный конфликт народов. Потому что не надо говорить о народах так хорошо. В народах есть люди, которые готовы к конфликту. И каждому руководителю потянутся доброхоты со своими воспоминаниями и претензиями, а вот чего бы нам еще надо. Так что начинать такие разговоры, начинать разговоры в терминах вообще восстановления исторической справедливости, это очень опасно. Тем более на таком, если восстанавливать справедливость в ситуации того же пригородного района, где действительно справедливость была нарушена. Там можно было до конца октября 92-го года, вот в этом году нет. Знаете, в этом году мы отмечаем 20 лет начала осетино-ингушского конфликта. До конца октября 92 года, если бы все споры решались в терминах восстановления имущественных прав отдельных людей, отдельных семей,
это можно было бы решить. Несколько сот домовладений. Но когда вопрос был поставлен в терминах права народов, вот тут все амба. Так что давайте говорить о том, что вне зависимости от территориальной принадлежности того или иного участка земли, там должны быть соблюдены права человека любой этнической принадлежности. А согласитесь, пожалуйста, Александр, что вот здесь вот даже не любой, а права гражданина Российской Федерации. Любого гражданина Российской Федерации. Вот в этих спорах я не услышала вот это. Я с вами соглашусь в том, что действительно надо было решать вопрос о восстановлении справедливости в отношении вот этого и вот этого скажите, гражданина Российской Федерации. Где те граждане Российской Федерации, о нарушенных правах которых идет речь? Совершенно верно. Я их не вижу. Верно. Есть люди, которые вели там хозяйственную деятельность, есть субъекты, которые вели там хозяйственную деятельность все эти 20 лет. Слава богу, поля вспахивали, когда они не были минированы. И никто не говорил о том, что чья-то собственность кем-то незаконно взята. Ради бога, извините, у меня просто тогда вопрос. Вот знаете, я когда все это слушаю, ну, уже так совсем отстраняюсь от очень больной, да, в общем, нашей такой проблемы вечной неурегулированности наших межнациональных отношений, вечной вот этой вот российской беды, я просто начинаю думать, значит так, федерации у нас есть? Нет. Федерации. Мы не умеем и не привыкли жить в понятии федерация, федеративная республика, да? Нет. А единого, так сказать, гражданского поля, получается, тоже нет, потому что вот идет спор, вот чечены, вот ингуши, вот народ Северной Осетии, вот Дагестан. Сейчас, то есть, как будто о 4 отдельных странах. Дальний Восток. Дальний Восток, совершенно верно. Да. Сибирь мы южная, и западная тоже. Заметим, здесь мы пока не говорим о споре народов. Здесь говорят чиновники. Да, совершенно верно, конечно. Совершенно верно. И больше того скажу вам, что сегодня, даже если попытаться изменить, даже на метр передвинуть границу, возникнут вопросы у кабардинцев с балкарцами, карачаев, черкесцами, дагестанцев, Ставрополь, осетины, ингушетии. На одном клочке сколько национальностей живет? Это невозможно. Тем более, считать нельзя. В Ингушетии это особо опасно, потому что Ингушетия ровно 42 километра шириной. Да. То есть, если взять сегодняшние границы, без учета пригородного района, ровно 42 километра шириной. Федеральная трасса проходит. То есть получается, что если и с этой стороны еще отжать, то это мало того, что это социальная напряженность, это еще хорошая почва для тех, кто уходит в лес. Конечно. Это реально несправедливость. Они используют любой конфликт, социальный, экономический, какой угодно. Любой пропагандисты повод, салафитские используют для того, чтобы заманивать людей в вооруженное подполье, любое нестроение в нашем светском государстве. Есть другой вопрос. Другой вопрос проживания тех или иных граждан, чеченской, ингушской национальности, осетинской, неважно, на той или иной территории. Это вопрос, который обязано обеспечивать государство. Сегодня, слава богу, и чеченцы живут в Ингушетии, и ингуши живут в Чечне. Но, если взять ту же западную границу Ингушетии, большая проблема с возвращением беженцев. Мы уже не говорим о территориальном споре. Мы говорим о праве людей жить на той земле, где они жили. Мы уже не говорим о юрисдикции, это Ингушетии, Осетии и так далее. Но сегодня даже уже 20 лет, как сказал Саша, люди живут там, жарятся летом в вагончиках, зимой в них мерзнут. То есть получается, что с одной стороны мы ставим вопрос о границах, с другой стороны мы не можем обеспечить безопасность или право на жизнь других людей. Вот тогда возникает следующий вопрос. Значит, поскольку действительно не бывает ничего просто так, и не бывает абсолютно, и не может быть так, чтобы главы двух субъектов Федерации Российских вдруг самочинно начали, значит, очень опасный разговор. Мы тут все, по-моему, с этим согласны. Да. Тогда у меня следующий вопрос. А что, федеральная власть действительно не понимает, что происходит, что это в принципе Северный Кавказ мин замедленного действия, а тут так прямо они рядом с фитилем курят стоят. И это во-первых. А во-вторых, если понимают, что сделать ничего не могут, что слаба центральная власть, Марина, в чем дело? Дело в том, что меня этот вопрос очень волнует, и я все время об этом думаю, я пишу об этом в своих блогах каждый раз. Это тоже меня очень удивляет. Вот если вот такое вот будет дальнейшая такая политика, опасность очень большая. Конечно. Как только сегодня станет вопрос, он еще так остро не встал,
Хлопонин еще пытается что-то сделать со своей стороны. Хлопонин, что это значит Хлопонин старается? Ничего Хлопонин не сделает и никогда не сделает. Это даже смешно говорить, что Хлопонин что-то сделает. Да. Дело в том, что сегодня, конечно, мы и власть любит обвинять средства массовой информации, и политики любят, но мы знаем о том, что средства массовой информации ни один вопрос никогда не поднимает, если на то нет санкций. Это во-первых. Во-вторых, ну или как минимум не мешают. Да. Во-вторых, меня очень всегда удивляет позиция так называемых правозащитников. Они всегда любят. Вы только что произнесли о том, что хороших народов нет. Есть. Не так сказал Александр, никогда не идеализировать. Или, он сказал, не надо идеализировать, это другая. Идеализировать надо народ. Народу конфликты не нужны, и мы об этом знаем. И опять тут же вы говорите о том, что была нарушена справедливость. Вы не должны об этом говорить. Какая несправедливость у нас на каждом шагу нарушена. Мы сегодня должны, если тем более вы являетесь правозащитником, говорить о единстве великой державы российской. Потому что если не будет единства в стране, мира не будет, ни один народ и ни одна республика не выживет. Надо сегодня об этом говорить, о ненарушенных каких-то 100 метрах границах. Границы у нас одни, 2 метра. Извините, я не говорил о том, что нарушены чьи-то права этой границы. Я сказал о другом. О том, что в любом народе есть люди, которые готовы использовать, к сожалению, ситуацию конфликта. Не надо дать воспользоваться этим людям. Раз. Во-вторых, вот по поводу народов в этой ситуации я-то относительно спокоен. Народы Чечни и Ингушетии в ходе 2 кровопролитных войн связаны тем, что ингушский народ спас тысячи и тысячи жизней жителей Чечни. И в первую, и во вторую войны вынужденные переселенцы, беженцы, люди, которые бежали от войны, от бомбежек. Во вторую войну, вот 13 лет назад, когда приказом генерала Шаманова были перекрыты все границы Чечни, было запрещено выпускать из Чечни беженцев из-под бомбежек. Руслан Аушев нарушил этот приказ и пустил чеченских беженцев в Ингушетию. До 300 тысяч человек, чуть ли не удвоилось население Ингушетии. И благодарность народа, она велика, и я надеюсь, что про это будут помнить. Слово «граница», оно со словом «война» ментально очень связано. Вот в этом ужас на самом деле. Я согласна с вами, но мы говорим о границе. Я Александра знаю давным-давно и знаю, сколько он работал и в Чечне, и в Ингушетии. Я больше чем уверен, что Александр никогда в жизни не позволит себе сказать в отношении целого народа. Кстати, не сказал. Нет, я не об этом говорю. Он сказал, идеализировать народ не надо. Народу война не нужна. Я просто хотел поговорить, мы затронули реакцию федерального центра. Реакция власти, очень важный вопрос. Она никакая. Я хотел бы сейчас как раз сказать, какова была реакция вот в данном конфликте, вот последние 2 месяца, да? Через месяц после того, как уже прошла перебранка в СМИ, полпред президента говорит брейк. Ну что это такое? А это не полпред должен говорить, это должен президент. Один пример приведу, чтобы нам было понятно об этом президент должен говорить. Видение, да, вопроса. Был гораздо более сложный конфликт между осетинами и ингушами. Гораздо более сложный. Сели, поговорили, и Мамсуров, и Евкуров сказали: все, нету вопросов, нету вражды, нету претензий. Да? Есть вот вопрос возвращения беженцев, все, вот этот вопрос. Здесь куда менее сложная проблема. Да? Здесь вопрос просто очертить границу. Сверху сказать: оставляем как есть и ша. Значит, есть в этой паре руководителей субъектов, есть те, кто могут себе позволить сказать так и ответить так. Значит, есть, скажем так, видение такое, что руководитель может себе позволить сказать в разрез интересов федеральной власти, целого государства. Потому что у нас в России очень, насколько я помню, Владимир Владимирович, когда приезжал в Ингушетию, сказал, что у нас более 2000 конфликтов по территориям во всей стране. Если сегодня это был при разговоре о вопросе пригородного района.
Если сегодня мы сейчас очертим границу и скажем, что пригородный район он ингушский, грубо говоря, то балкарцы будут претендовать, эти, те, и все посыпется. Реакция власти должна быть в совершенно иной плоскости, на мой взгляд. Власть молчит до сих пор только по той причине, все ведь гораздо проще на самом деле, если посмотреть внутрь любой проблемы. И здесь все намного проще. Она молчит только до тех пор, пока она не получила четкие рекомендации. Прежде всего от общества, от российской общественности. И не от ангажированных российских политологов, которые ножками растут еще из горбачевских времен, а от новых адекватных экспертов. Да. И, соответственно, вот вы затронули очень важный вопрос о том, что мы от федерации уходим. Мы должны, находясь в составе федерации, двигаться к единству нашего народа, нашего населения, наших граждан. Мы уходим все дальше и дальше от нашего единства, начиная с внешнего вида, с одежды и кончая ментальностью, да, что очень опасно. Да. Мы раньше носили примерно одну и ту же одежду, джинсы, пиджаки, рубашки. Нам нравилась одна и та же музыка, пусть западная, где-то русская. Вот, кстати, это, кстати говоря, потрясающая совершенно история, потому что люди одного возраста, выросшие один, допустим, в Петропавловске-Камчатском, а другой где-нибудь в Крыму, у них было совершенно одинаковое детство, одна и та же музыка, одни и те же фильмы, одни и те же герои, одни и те же книги, одна и та же одежда, одни и те же кумиры. И если мы ментально будем похожими, тогда, соответственно, мы постепенно, автоматически и будем двигаться к нужному нам формату. И о границах забудем, соответственно. О том, что говорили наши представители правоохранительных органов, да, они говорили, что мы на Кавказе проигрываем идеологическую войну. Отсутствие идеологии. Совершенно вот что главное. Нету национальной Причем идеи, об этом вслух было сказано. Нет, об этом думать даже под одеялом запрещено. Об этом говорилось, как будто это вот другое государство. Совершенно. И сегодня обратите внимание, во всех средствах массовой информации, где заводится речь о территориальной целостности, Чечня, Ингушетия, Кавказ. Кавказ. Вот и все. Да, как будто это нечто... это как будто речь идет о горах. Конечно. О географической какой-то истории. Отдельное государство. Это уже настолько вбивают в мозг, что это отдельное государство. Но, казалось бы, сегодня вот так вот, на первый взгляд, ну что там такое? Там проведут границу между Ингушетией, ну да, административная граница. Административная граница. Заявили, объявили. Но это опасно тем, что могут последовать. Точно обязательно последовать. Во всех республиках, областях. Конечно. Везде это может послужить нехорошим примером. И поэтому вот это вот молчание. Дело в том, что депутаты, законодательная власть должна в первую очередь поднять этот вопрос, забить тревогу. Но у нас законодательная власть сегодня озабочена обогащением. Только обогащением. У нас парламент не место для дискуссий. Да, парламент не место для дискуссий. И поэтому, как только, я помню, депутаты Верховного Совета СССР, конечно, много было очень просчетов. Как только какой-то конфликт появлялся, пытались, выезжали, разбирались, но, конечно, рекомендации никто не выполнял, потому что нужно было развалить государство. Более того, еще один важный момент. Некоторые эксперты сейчас активно советуют вернуться к старому советскому формату, где была Чечено-Ингушская республика. Ни в коем случае никогда нельзя возвращаться назад. Нет, именно поэтому сегодня межнациональная политика не работает, потому что мы пытаемся использовать старые советские штампы, а они в совершенно ином государстве по всем параметрам не работают. Поэтому, если мы к этому будем возвращаться, это еще больше разгонит ситуацию. Надо новые схемы предлагать. Более того, у меня даже нет ощущения, что нет вот этой национальной политики и идеологической политики. Ее просто нет. Извините, это не тот уровень, на котором работает. Понимаете, работать на уровне такого объекта народ в целом, республика в целом, тут мы наслаиваем конфликт на конфликт. Давайте посмотрим с другой стороны. В Дагестане. Там была очень тяжелая ситуация в Новолакском и Хасавюртовском районе, откуда были депортированы одновременно с чеченцами и ингушами акинцы, ауховцы, тоже один из войнахских народов. Туда с гор селили лакцев. Обратно в горы лакцы, разумеется, не вернулись, потому что их села пришли в упадок за то время, что они там жили. И уже в 90-е годы эту проблему долго и напряженно решали. А именно, выделили место для переселения с старых чеченских, акинских сел на новострой, это севернее Махачкалы, на равнине. И на уровне отдельных сел, на уровне отдельных домовладений, на уровне переговоров старейшин этих народов добились того, что
в своих силах живут акинцы, и что лакцы тоже имеют где жить. И сейчас разрешается тоже в Казбековском районе на уровне нескольких сел подобная ситуация, но там другой уровень работы. Там единица, тот субъект, на котором мы смотрим, это отдельный человек и его нарушенные права. У нас 10 секунд до конца, то есть если подытожить, на самом деле, работа должна быть филигранная, точечная и очень аккуратная. Дело невероятно интимное, тонкое, а из этой искры может возгореться очень опасное пламя. Что К сожалению, тема, да, такая серьезная, что можно говорить не одну программу, но время истекло. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. У нас в гостях были Сажу Малатова, председатель Российской политической партии «Мира и единства», Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития, Калой Ахильгов, адвокат, пресс-секретарь президента Ингушетии в 2009-2010 годах, и Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». На этом мы прощаемся с вами. В студии была Мария Строева. До встречи.